Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. 27 апреля в республике отмечается День государственности. Как будут отмечать праздничный день в этом году, какие интересные культурные мероприятия ожидают жителей республики в этот день. И в целом о национальном проекте «Культура» расскажет наш гость студии Юрий Куприянов, министр культуры и духовного развития республики. Юрий Степанович, здравствуйте. Добрый день. В преддверии дня 27 апреля, Дня Республики, какие интересные события состоятся? Да, обязательно. 27 апреля – это такой приятный солнечный весенний день, предваряя первомайские праздники. Мы отмечаем День Республики. В прошлом году мы отметили столетний юбилей, в этом году отмечаем первый год, наверное, да, после столетия. Поэтому он тоже не менее значимый и очень интересный. Я уверен, что будет хорошая погода. Традиционно пройдут возложения цветов основателям государственности нашей республики. Члены правительства в преддверии этого дня сегодня и завтра выедут и примут участие в торжественных собраниях, которые пройдут на родине основателя государственности, на Амском улусе, Верхневилюйском улусе и Татинском улусах. Ну, одном из интересных или новых событий этого дня я бы отметил два события, которые проведут наше учреждение Министерства культуры. Это мы презентуем проект «Вышитая карта Якутии». Это аналог. В прошлом году в Российской Федерации в год культурного наследия Чувашия предоставила такую презентацию «Вышитая карта России». В этом году будет презентована вышитая карта нашей республики. Это дань и оценка работы народных мастеров нашей республики. Мы сейчас предлагаем большие усилия для того, чтобы поднять этот уровень, внимание к ним. Глава республики в эти дни к июню примет указ, которым будут назначены первые стипендии народным мастерам. А вышитая карта, полотно такое, да, размером 2 на 2, появится 24 июня для того, чтобы горожане на Исехе Туймада могли его принять и оценить. Ну и потом мы его презентуем далее в Чувашию, где вот этот проект родился. Более того, и в 6 часов вечера мы откроем мероприятие, которое называется условно «Тюмю». Это Союз общественников, Совет общественников при главе нашей республики проведет первое заседание торжественное, посвященное Дню Республики. И будет анонсировано участие молодежи, поскольку все, что мы делаем сегодня, мы закладываем основы будущего традиционного воспитания, традиционных ценностей нашего будущего поколения. Скажите, а вот в рамках реализации национального проекта «Культура» какие направления будут воплощены в реальность и сколько средств в этом году выделено на как раз-таки реализацию задач? Да, это то, что наш президент страны Владимир Путин вкладывает, скажем, в образ будущего Российской Федерации. И национальный проект «Культура» могу даже немножко так оценить, похвастаться. В 2019 году, когда начинали, мы получали с федеральных денег всего 54 миллиона рублей. В этом году уровень финансирования федерального бюджета достиг 506 миллионов рублей. Мы увеличили его в 10 раз. И сегодня весь уровень с учетом оригинального бюджета составляет 984 миллиона рублей, почти миллиард. Это национальный проект «Культура». В этом году начали строительство 2 домов в сельской местности, в селе Толон-Чурапчинского улуса и в селе Крестях Сунтарского улуса. Введем в строй Кемпиндей, в селе тоже Сунтарский улус, и Тымпы-Вилюйский улус. В следующем году введется в строй Большой центр культурного развития Нижнем Бестяхе Мегино-Канкаласского улуса. Проекты будут продолжаться. Строительство домов в сельской местности культуры. В этом году мы начали новое направление. Это федеральный проект расширился. Это капитальный ремонт наших краеведческих музеев и оснащение музейного комплекса. Мы получили для 6 музеев деньги на оснащение и ремонт 4 наших муниципальных музеев. Будем его расширять. Есть такой интересный момент тоже — ремонт детских школ искусств. В это направление мы тоже вкладываем большие деньги для того, чтобы они ремонтировались и в Батагае, и в Алдане. То есть проект охватывает весь спектр наших муниципальных районов нашей республики. Поэтому национальный проект «Культура» — это направление, которое мы делаем навстречу каждому муниципальному образованию. Это жителям нашей республики. Он востребован, он требуется, и он хорошо приветствуется в позитивном отношении всеми жителями нашей республики. А на театры как-то повлияет реализация национального проекта? Да, в этом году мы успешно защитили наши проекты. В этом году 3 театра наших: Русский академический театр, театр оперы балета и театр коренных малочисленных народов получили 12,8 миллионов рублей для того, чтобы получить звуковое и световое оборудование. То есть оснащение — эти федеральные деньги. И плюс 35 миллионов рублей в этом году мы проведем капитальный ремонт в нашем. Это будет кровля, фасад и сантехника нашего театра оперы балета. То есть это впервые такие деньги получили наши театры.
Давайте тогда поговорим и о театральном сезоне, который вот уже скоро завершится. Какие премьеры ожидать к концу этого сезона Да, зрителям? мы сделаем такую рекламу нашу. Да? Вот я хотел бы пригласить сразу вернуться ко Дню Республики, в День Республики. Мы покажем спектакль «Премьера», который пройдет в Саха-академическом театре. Это по произведению Далана «Тулаях Ого». Это 95 лет юбилея Далана, это наша республика, это история республики. И это премьерный показ. Я думаю, что уже билеты все проданы, анонсировать нечего, но потом 4 дня подряд будут идти спектакли. Приглашаю всех жителей города Якутска посетить наш Саха-академический театр. У нас в театре юного зрителя произойдет тоже спектакль, который называется «Сахалар Аттаратан», будет показан 27-го. Анонс наших театров май-июнь, он интересный. «Зори здесь тихие», театр оперы и балета. Русский академический театр вытащить на «Фигаро» на сцену. В Саха-академическом театре будет очень интересная постановка Васы Железновой с участием артисток из московских театров Ленкома, Маяковского. И приедут 6-я студия щепкинцев молодых со своими 6 спектаклями. То есть весь июнь у нас здесь Якутск будет театральный. Во всех будут новые репертуары, очень интересные произведения, и появятся новые артисты, которых мы раньше не видели. Вот это мы дадим старт нашим щепкинцам, закрытием нашего сезона театрального в этом году. Остается его только дождаться, потому что с нетерпением уже хочется посетить некоторые спектакли. Юрий Степанович, а вы отметили, что, вот, например, театры получат новое оборудование. Русский театр, театр оперы и балета. Если говорить об оборудовании, хочется узнать, как обстоят дела с продвижением проектора «Экстрасинема». «Экстрасинема» — это детище нашего технопарка. Мы в части культуры, да, расширяем перечень прокатных наших кинозалов. То есть в прошлом году правительство выделило 10 миллионов рублей. Мы провели конкурс, и 10 наших муниципальных образований, те, которые, кстати, еще попадали и в нацпроект «Культура», получили это оборудование. И у нас 10 кинозалов было открыто в прошлом году. В этом году мы откроем 17 кинозалов нашей республики. То есть получается у нас 12 муниципалитетов будут иметь возможность показывать кино без выезда. И притом этот проект тоже национальный проект культуры, региональная часть. В федеральной части каждый кинозал стоит не менее 5 миллионов рублей. Мы 18 таких кинозалов в республику уже привезли, выиграли этот конкурс. Но там есть ограничения по количеству жителей. В федеральном конкурсе можем участвовать, когда представляем не менее 10 тысяч человек, проживающих в этом населенном пункте. Наш проект как бы расширяет эти границы для того, чтобы меньше вот эту категорию, где живет 500, 1000, 2000, 3000 человек, расширять возможность этого. Я уверен, что и глава республики поддержит этот проект, и правительство, и мы будем продвигать дальше, чтобы «Экстрасинема» в территории нашей республики охватывала большую зону влияния и большую зону проката, прежде всего нашего якутского кино, но и других не менее известных картин. «Экстрасинема» шагнула и за пределы нашей республики. В этом году 2 проектора купит фонд кино для того, чтобы поставить в новых регионах Российской Федерации. Вы знаете, о чем идет разговор. И мы сделали шаг навстречу, и 1 кинозал поставили, кинопроектор поставили в Министерство обороны. Надеемся, что Министерство обороны даст свои замечания. Они уже предварительно сказали, что можно было показывать в полевых условиях. Да? Вот этот наш проектор работал. И если мы пройдем хорошую оценку Министерства обороны, уверен, что поступит заказ Министерства обороны для того, чтобы мы оснащали наши воинские части нашим проектором «Экстрасинема». Не так давно состоялся питчинг-конкурс на распределение субсидий якутским кинематографистам. Каковы результаты и какие проекты будут представлены? Да, мы очень интересно проводим наш питчинг. Существует у каждого члена комиссии свое мнение, выставляем оценки художественному замыслу, подготовки проекта, реализации данного проекта, оценки качества режиссера, который ставит этот фильм. У нас есть еще экспертная группа, которая привлекается из Москвы, за пределами нашей республики, которые выдают тоже художественную ценность этой картины. С учетом этого питчинг прошел недавно. Мы распределили 20 миллионов рублей. Ну, поскольку протокол подписывал недавно, могу на память сказать, что получили признание те фильмы, которые появятся в 2024-2025 годах. Это появится фильм «Звезда» нашего режиссера Иванова Нюргуна и Димы Кольцова. Они ставили «Рядового Чарина» по следам вот там. Ну, это будет новый проект, который тоже направлен на подрастающее поколение. Появится спортивный такой фильм про Вячеслава Карпова «Хапсыгы», который ставит тоже Никандр Федоров. Мы поддержали проект «Кюлей» про сенокос нашего Валентина Макарова, который поставил, и недавно мы смотрели «Джулур», который даже, большой охват был и в Российской Федерации. Это тоже спортивного характера такой фильм, который показывает будущее поколение с характером. Очень интересный проект.
Сегодня вживую документалистике появятся уже два проекта, которые поддержаны питчингом. Это работа Красновского, будет называться «Коломана про белых медведей» нашего Нижнеколымского улуса, и работа Юмшановой, имя вот забыл, которая вот реализует проект, который называется «Живой легенды нашего рока». Это ансамбль Чолбон. Да, вот два таких документальных проекта будут поддержаны. Ну и Люба Борисова в качестве продюсера, и с ним режиссер, вот, запамятовал имя, да, он появится проект, который называется «По романам Шукшина и Евстигнеевич». Тоже интересная картина, воспитывающего воспитательный характер. Вся как бы направленность общих проектов, поддержанных питчингом, это востребованная сегодня молодой аудитории. Я думаю, что мы продолжим, чтобы якутское кино как бы дальше продвигалось дальше. И на 25-24 год уже готовые картины выйдут нашего итогов, победителей нашего питчинга. Я, по-моему, всех назвал. Есть еще дебютное кино, которое сделает «Прикосновение» такое. Молодая Угарова, она вытащит такой фильм. Ну, посмотрим, какие ценности будут. Надеюсь, что правительство, глава республики нас еще поддержит, поскольку мы не на 20 миллионов рассчитываем, еще рассчитываем, что осенью проведем повторный питчинг для того, чтобы поддержать и другие проекты, которых наше якутское кино сегодня как бы не останавливается. Оно живет, кипит своей жизнью. Фильмы якутские не только живут за счет нашего питчинга, они за всех источников денег. И я очень рад, что якутское кино сегодня есть такой бурлячий механизм, который инициативный сам и, не останавливаясь, продвигает вперед все наши проекты. У нас есть кинокомиссия Дальневосточного федерального округа, возглавляет ее председатель Алексей Романов, наш художественный руководитель Сахафильма. И вот 25-го мы проведем в этом году заседание кинокомиссии выездное в городе Владивостоке. Владивосток, ну, Министерство Дальнего Востока поддерживает проект. Будем стараться работать над тем, чтобы были вложены и федеральные деньги в развитие в целом кинопроизводства на территории Дальневосточного федерального округа. Но говоря о, кстати, федеральных средствах, довольно молодая мера поддержки, но прочно вошедшая в нашу жизнь, программа «Пушкинская карта». Как она сейчас реализуется у нас в республике? В нескольких словах. Да, Пушкинская карта – это задача вложения, там, скажем, ценности сегодняшнего периода, подрастающее поколение. Оно само по себе имеет такое главное и правильное содержание. Этот проект инициирован президентом нашей страны Владимиром Путиным. Пушкинская карта – это наше будущее на самом деле. Ну, а для нас, работников, которые организаторские работы и организационные работы все делаем, это как кладоискательство. Мы знаем, что на территории нашей республики могут получить Пушкинскую карту 122 с лишним тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. Пушкинская карта стоит 5000 рублей. Если умножить 102, это 600 с лишним миллионов рублей денег, назначенных на воспитание нашего будущего поколения. Мы должны найти возможность для того, чтобы они реализовали эти свои возможности посредством того, чтобы расширением репертуара наших театров, кинотеатров, выставочных площадок, все музеи, все работаем на том, чтобы вот эти деньги пошли на пользу нашему будущему поколению. А для нас это внебюджетные доходы наших учреждений, которые мы тоже вложим в новые постановки, новые костюмы, новые проекты. То есть это процесс, имеющий, как скажем, ну, как вот такой круговой эффект, нужен всем, и организаторам, и молодому поколению. Поэтому сегодня мы уже имеем 55 тысяч детей, ребят, да, которые в этом возрасте держат эту Пушкинскую карту. Видите, это половина. Мы работаем над тем, чтобы хотя бы 80 тысяч наших ребят уже имели использовать эту возможность. Это действительно так. Благодарю вас, Юрий Степанович, за интересную беседу. Спасибо, что нашли для нас время, стали гостем нашей студии. Наступающим всех праздником, Днем Республики. Приглашаем на наши мероприятия. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.